Команда была сборной Республики Дагестан, но она была представлена в основном, значит, из представителей. Команда была создана из представителей города Кизилюрта и Кизилюртского района. И в связи с этим, наверное, вы и называете ее Кизилюртовской. Да, я принимал участие в этой команде. Я как бы возглавлял, значит, саму делегацию, которая выезжала на всемирные ветеранские игры. То есть это Олимпийские игры среди ветеранов, которые проходила в Турине, значит, Италии. И там наша команда заняла, значит, 3-е место, была, значит, финалистом этой игры. И я думаю, что мы для развития спорта не только, значит, в Республике Дагестан и Российской Федерации, для развития волейбола было очень многое. И сегодня, как вы знаете, сегодня тоже команда, которая участвовала в Турине, будет участвовать здесь. Значит, в принципе, в финале мы играли с командой Америки и, значит, сборной России. Вот сейчас президентская команда вы будете играть. Ну да, наверное, будем играть. Команда, которая принимала участие в Турине, мы будем сейчас играть против команды, которая, значит, капитаном команды является президент Республики Дагестан. Но они тоже очень натренированы, занимаются всю жизнь. Мы прекрасно знаем, что президент как относится вообще к спорту, но отдельно взят волейбол, значит, он всю свою жизнь играет в волейбол, поэтому я думаю, наверное, будет очень сложная игра. Вот летли, которые вы проводили турниры, они будут еще продолжать? Мы практически 9 лет подряд проводили турнир памяти Алибулата Шабанова. И вы знаете, что оно было, значит, в статусе республиканского турнира. Собирались очень много народу. И я думаю, что мы будем продолжать проведение этих турниров, потому что глава администрации Шамильского района неоднократно ко мне обращался для того, чтобы возобновить этот турнир, потому что вообще развитие волейбола в районе Шамильском, он очень развит. И сегодняшний вот сборной Дагестана тоже играют 2 представителя Шамильского, 3 представителя Шамильского района, селение Голотуль. Ну, волейбол мы будем развивать. Вчера сборная Дагестана проиграла, да, этому Георгиевскому? Ну да, вчера наша команда проиграла. Судить за это их не стоит, потому что команда недавно только собралась. Это турнир такой, впервые проводят у нас в таком огромном зале. Психологически, может быть, ребята были не подготовлены. Но всегда наша команда была команда характером. И они, хоть не высокорослые, но характером и своей силой и мощью брали во всех соревнованиях студенческих, где бы они ни проводились. Я думаю, что в сегодняшней игре можно судить, что они уже собраны, делают стабильную игру. Болельщики довольны. Мы лично, ветераны, которые раньше играли в этом, видим, что молодежь подтягивается. Будет здесь на что надеяться, что дагестанская команда покажет в дальнейшем тоже хорошую игру, так как и президент Федерации волейбола Раджаб Абдулатипов сейчас новый. И потом есть лица, которые заинтересованы, чтобы в Дагестане волейбол был развит, потому что она, честно говоря, занимала 2-е место после вольной борьбы. Это во всех районах играет. Спонсорства же нету, все равно, как у вольной борьбы, правильно? Ну, спонсорства нету, но я думаю, что они будут уделять на это внимание, потому что без этого волейбол развивать не получится. Волейбол будут развивать и в горных районах, будут спортивные школы. Ну, думаю, что над этим все эти специалисты, которые совет ходит, попечительский совет, который избран, они будут делать какие-то решения по этому поводу. Ну, думаю, что волейбол будет. Ну, кто-то из дагестанских чиновников сказал, оказывается, нужен ли Дагестану волейбол? Ну, как ты думаешь, а? Ну, это чиновник не прав, если он так сказал, потому что во всех селах, у нас в районах, везде это праздник, в селении, в горах провести. Да. И я не знаю, кто это так сказал, но это сказал, неправильно сказал. Волейбол это мирный вид спорта, это интеллигенты, все там. Вся интеллигенция, это все занимается, это мирный вид спорта. Да.
Ну, конечно, раньше команды лучше играли. Помните, Квадрат Махачкала? Квадрат Махачкала это была самая сильная команда. Ее о ней все знали. И здесь все сидят с командой Квадрата. Это Магомедов Шамиль, это Фазилов Магомед, это и Мама Хаджи, и Сулаев Гаджимурат. Да, это сильные ребята. Эта команда, конечно, Квадрат, она сделала свое дело и оставила хороший след для нашего волейбола. Трехкратные чемпионы Дагестана. Да. Видите, как так что, весь я же говорю, Квадрата вот здесь сидят во главе Айбханом. Да. Так, поживем, увидим. Сейчас, вот, видите как. Сейчас, наверное, это... 12. Ну, сейчас счет 12-18. Общий 2-1 наши идут вперед. Но думаю, что наши возьмут. Потому что все-таки характер дагестанский, вот эта сила воли сделает свое дело. Более отличившиеся, какие наши игроки? Ну, я могу Джавадханова Камиля, конечно, этот очень сильный игрок. Этот парень очень много сделал для дагестанского волейбола. Сейчас тоже очень в хорошей форме он. Этот Камиль, у него кинжальные удары. Так что и Абдуразак Умурат здесь, и Шихали Умурат, и вот Идрис здесь есть. Куба, вот сегодня он в запасе, его младший брат. Это все хорошие игроки. Я уже после вчерашней игры они сделали анализ. И все играют, можно сказать, со всей такой энтузиазмом. Вот, пожалуйста. Вот видишь какой, да. Это Мурат, это опытный игрок. На него надо было делать ставку. Потому что, я думаю, что они еще несколько игроков пригласят сюда. Да, обязательно со стороны, чтобы у нас команда была. Да. Ну, если вот такие соревнования проводили бы у нас и в Хунзахе, и в Ботлихе, и в Гунипском, и в Ахватском районе, волейбол будет развиваться. Потому что не учитывать интересы горных, там очень много. Все эти ребята, они из гор, все с разных районов. Говорили, что в школе есть, какие-то школы Школы нет. в Махачкале никаких школ нету. Ну, Ни одного игрока. Знаю, что школа ни есть. одного игрока с Махачкалы, с спортивной школы, они есть, нету. Я, честно говоря, не знаю. Говорят, Есть ли они, где сидят, деньги получают за это? Может быть. Да. Ну вот здесь ни одного игрока, волейболистов, что Махачкала дала, нету. Нет, это я знаю тоже. Здесь есть и Сагратлец, и Хунзах, и Ахвах, и Ботлицкие, и Казбековские. Так что у нас в Дагестане потенциал волейбола есть. По-моему, интернет был, я не знаю, осталось или нет? Там есть. Там есть Улай Магомед, там есть Патах, да. Это все игроки. Вот такой у нас этот волейбол будет. Команде Дагестан замена. Вместо игрока. Хорошо, когда вот сейчас уже приближается... Да, сейчас президент Республики Дагестан, вот волейболист. Вот, прибыл наш президент. Да. Ну вот, пожалуйста. Сейчас после этой игры состоится встреча ветеранов. Те, которые поехали в Турин, так как наша дагестанская команда заняла 3-е место. Это тоже большой успех. Это первые дагестанцы, которые впервые поехали и столь такой высокий такой уровень турнира и показали хорошую игру, хороший результат. И этот Саидов Магомед из Хунзаха, это Татархан Рустам, Салам, Левша Магомед. Вот так. Президента Республики Дагестан Рамазана Гаджимуратовича Абдулатипова. Дорогие друзья, приветствую президента. Да. Так что волейбол в Дагестане процветает. Думаю, что она будет у нас в Дагестане. Да. 14-23. Красноармейская, что ли? Или... Это команда Красногвардейск. Гвардейский, да? Откуда она? А это команда из Георгиевска. Георгиевская тоже, да? По-моему, я даже не... Команда, по-моему, они... это же не Краснодар, да. Команда Краснодар. У них очень стабильные игроки. Вот, пожалуйста. Да, рослые, высокие игроки. Нашему этому тренерскому совету тоже надо будет подумать. Здесь кое-какие ошибки есть, разводы, пасы там. Вот это все они сделают вывод. И сделают изменения команды там.
Бывший министр. Вот сейчас счет уже 15-24. 15-24. это- Наша команда уже вот. Это уже победа. победа, да? Да. Так что вот Махач, молодой перспективный парень, очень грамотный. Играет у нас и на пляжу, пляжный волейбол, очень красивый. Вот, с таким здоров. Перспективный парень, Махач. Вот его нападение, вот видишь, как отыграл он. Очень прыгучий, очень красивый прыжок. Вот наша команда можно Мы поздравляем. Да, третье место занял дагестанская команда. Это, думаю, что нормальный успех. Да. Успех для нашей команды. Общий счет в игре 3-1 в пользу Можно поздравить нашу команду. Дагестан Махачкала. Магомед, тебе тоже желаю, чтобы ты часто освещал этот волейбольный Спасибо. турнир, Спасибо. соревнования, потому что от твоей работы тоже много чего зависит. Тебе большое спасибо. Спасибо. И мы всегда будем знать, что с квадрата вышли хорошие спортсмены, которые Дагестан прославили на всю Россию. Спасибо. Давай. Спасибо. Так, Идрис, как, тяжело было? Честно говоря, команда сильная оттуда. Мы давно с ребятами встречались. Команда, честно говоря, опытная, тренера хорошие у них. Самое главное, самое тяжелое для нас с этой командой, это команда рослая. Так как все знают, в Дагестане у нас нет такого роста игроков, приходится вытаскивать игру азартом, своим духом, своим характером. Спасибо всем болельщикам, что поддержали. Честно говоря, очень приятно, когда своих сынов поддерживают. Волейбол у нас возрождается. Спасибо президенту, спасибо новому. А вот сельхоз институт или как академия? Сам работаю в сельхоз академии. Наш ректор, честно говоря, очень большое внимание уделяет спорту. Спасибо ему лично. Внимание! Через некоторое время команда является встреча неоднократным чемпионом ветеранов, России. товарищеская встреча ветеранов. Спасибо всем.
Ильхам Тимирханов. Разводящая команда Владимир Абдурахманов. Разводящая команда Газия Асханов. Игрок под номером 3 Магомед Назилаев. Магомед Саидов. Игрок под номером 8 Магомед Шабанов. Магомед Магомедов, игрок под номером 4 Магомед Хаджаев. Абунсимаджиев, Раджаб Найдимов и Андрей Абдурахманов. Встреча отслуживает судьи. Первый судья первой категории Курамагомед Магомедов, город Махачкала. Помогает ему судья первой категории Николай Калмыков, город Георгиевск. Приветствую, команды. Так, все. Вот, пожалуйста. Ой! Это уже Тимирхан проявил свою слабость. Вот, молодой Шабанов. Ах, Бахарчеев что-то не может. На подаче глава администрации Деревковского района, депутат Народного собрания Республики Дагестан. Блокируй! Ага. Вот так. Вот там. Раджаб Адулатипов, в прошлом игрок сборной команды Дагестана, выпускник Дархминсуда, ученик Магомеда Шаршаевича Хадимагомедова. Татарханов. О, вот так. Проводили. Вот так. С ним рядом сидит мэр города Каспийска Джамалудин Амаров. Давайте поприветствуем. Так, каскад, пожалуйста. В зале сидит и внимательно следит за играми своих подопечных, бывших подопечных. Наш незабвенный, многоуважаемый Магомед Шаршаевич Хадимагомедов. Поиграть совсем некрасиво. Некрасиво, давай. Архитектуры, строительства, Мусаева. И поздравляю с этим высоким назначением. Молодцы. Это надо. 12-7. Мне кажется, здесь завершает.
Остался! Тринадцать-семь. 13 будешь желать? 13-7. Касание. 8-13. Давай, Шамиль. Что, вот здесь, Шамиль, вот здесь, Шамиль. Завершилось. Третий оппонент закончил со счетом 15-9 в пользу команды президента. Счет партии 2-1 в пользу команды президента. Приветствую команду. Вот так. Давай фотографию. Да, обе команды. Фото охраняют. Уважаемые зрители, финальная игра состоится 14:00. Самое главное было продемонстрировать, что спорт продолжается, и более борьба, к которой очень большим уважением относится. Но и волейбол, который всегда был тоже дагестанским видом спорта. Поэтому это как раз таки есть призыв к возрождению волейбола. Это массовая игра, и, соответственно, будем возрождать. Скажите, пожалуйста, вы продемонстрировали очень хорошую игру, и у вас была очень хорошая физическая подготовка. Как поддержать вот уже в возрасте, как поддержать секрет Секретом нет. Уважаемые зрители, Истинно. 14:00 состоится финальная встреча Вот надо искать все это, и всегда будет форма. Встречаются команды. Так, волейбол, вольная борьба. Дагестан это традиционный вид, да? Это традиционный вид спорта. Я думаю, в горах, везде нету, наверное, село, район, где борьба, где не развита вольная борьба, где не развита волейбол. Я думаю, все спортсмены и в той селе это очень такой хороший вид спорта, потому что волейбол много помещений не составляет. В любом каждом селе это групповая игра. Групповой, она объединяет людей, объединяет дух. Поэтому, проводя такие турниры, я думаю, она очень много послужит для развития волейбола, для развития спорта. Это очень много, потому что все горные районы, в основном, там небольшие площадки бывают для футбольных полей, но для волейбольных полей всегда найдется место. Вот в каждом во дворе, на улице можно находиться. Очень хорошая игра, поэтому я сам, когда в свободное время могу играть в волейбол на пляжу, дом, в селении, даже каждую неделю собираемся где-то играть в волейбол, поэтому это очень хорошо, чтобы проводя такие турниры. Посмотрите, сколько людей объединяет, я думаю, она послужит для дальнейшего развития волейбола. Так что Ирибцы в Арадинском районе всегда были лидерами волейбола, правильно? Да, даже у нас в районе очень всю жизнь было спорные моменты, потому что в районе и везде любят волейбол, поэтому спасибо всем любителям спорта. Уважая нашего Расула Гамзатова, пришли, да? Да, уважая нашего Расула Гамзатова, тем более посвящается к этому, тем более президент лично присутствовал на этом торжестве, поэтому приехали много людей, я думаю, многие и не знали, хотели прийти на это, спасибо им, я думаю, мы всегда рядом будем поддерживать и развивать спорт. Мне нравится любой вид спорта, надо поддержать. Спасибо вам большое. То, что президент... Альберт, все-таки вы один из дагестанцев, который поддерживает молодежь, любит борьбу, любит волейбол. Вот в связи с сегодняшним событием, что вы можете сказать? Сегодняшнее событие тоже один из очередных мероприятий, которые проводит президент
республики со своим приходом лично возле памяти Расула Гамзатова. Вот этот месяц и год посвящен Расулу Гамзатову. Большое событие, большие дела. И сегодняшнее мероприятие тоже не стало исключением, потому что Расул Гамзатов любил спорт, любил спортсменов, восхищался их успехами. И поэтому турнир «Дружба», посвященный памяти Расула Гамзатова, это хорошее мероприятие, где собираются любители волейбола, и старый, и млад. Вот сегодня мы были свидетелями, как играла взрослые, как играли во главе с президентом. Да? Одно удовольствие, приятно смотреть за игрой нашего президента, что когда вот такие во главе республики есть такие деятели и сами спортсмены, вот, подающие пример для молодежи, в спорте будет прогресс, спорт будет развиваться с большей энергией, с большей скоростью. Это и нужно молодежи. Молодежи нужны кумиры, а кумир сегодня на поле, на площадке был президент. Это отрадно. Я хочу, чтобы и другим видам спорта тоже, чтобы люди курили, люди сами выходили и показывали. Удачи вам! Иринском, Владикавказ и Гергельская команда «Газпром». Приветствуют команды. Финальная встреча всероссийского турнира по волейболу, Кубок дружбы памяти Расула Гамзатова. Тана, которая заняла место. Награждение 100 000 рублей. И медали памятные. Команда Ростов. Дипломы первой степени, денежной премией в размере 200 000 рублей и кубком от Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан. Также кубком Уцукольской работы от президента Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова. Команда была сборной Республики Дагестан, но она была представлена в основном, значит, из представителей, команда была создана из представителей города Кизилюрта и Кизилюртского района. В связи с этим, наверное, вы и называете ее Кизилюртовской. Да, я принимал участие в этой команде, я как бы возглавлял, значит, саму делегацию, которая выезжала на всемирные ветеранские игры. То есть это Олимпийские игры среди ветеранов, которые проходила в Турине, значит, Италии. И там наша команда заняла, значит, 3-е место, была, значит, финалистом этой игры. И я думаю, что мы для развития спорта не только, значит, в Республике Дагестан и Российской Федерации, для развития волейбола было очень многое. И сегодня, как вы знаете, сегодня тоже команда, которая участвовала в Турине, будет участвовать здесь. Значит, в принципе, в финале мы играли с командой Америки и, значит, сборной России. Вот сейчас президентская команда вы будете играть. Ну да, наверное, будем играть. Команда, которая принимала участие в Турине, мы будем сейчас играть команде, против команды, которая, значит, капитаном команды является президент Республики Дагестан. Но они тоже очень натренированные, занимаются всю жизнь. Мы прекрасно знаем, что президент как относится вообще к спорту, но отдельно взят волейбол, значит, он всю свою жизнь играет в волейбол, поэтому, я думаю, наверное, будет очень сложная игра. Вот стрелцы, которые вы проводили турниры, они будут еще продолжать? Мы практически 9 лет подряд проводили турнир
памяти Алибулата Шабанова. И вы знаете, что оно было, значит, в статусе республиканского турнира. Собирались очень много народу. И я думаю, что мы будем продолжать проведение этих турниров, потому что глава администрации Шамильского района неоднократно ко мне обращался для того, чтобы возобновить этот турнир, потому что вообще развитие в районах везде это праздник, в селении, в горах провести. Да. И я не знаю, кто это так сказал, но это сказал, неправильно сказал. Волейбол это мирный вид спорта. Это интеллигенты, все там. Вся интеллигенция, это все занимаются, это мирный вид спорта. Да. Ну, конечно, раньше команды лучше играли. Помните, Квадрат Махачкала? Квадрат Махачкала это была самая сильная команда. Ее они все знали. И здесь все сидят с командой Квадрата. Это Магомедов Шамиль, это Фазилов Магомед, это и Мама Хаджи, и Сулаев Гаджимурат. Да, это сильные ребята. Эта команда, конечно, Квадрат, она сделала свое дело и оставила хороший след для нашего волейбола. Трехкратный чемпион Дагестана. Да. Видите, как так что, я же говорю, Квадрата вот здесь сидят во главе Айбханом. Да. Так, поживем, увидим. Сейчас, вот, видите как. Сейчас, наверное, это... Ну, сейчас счет 12-18. Общий 2-1 наши идут вперед. Но думаю, что наши возьмут. Потому что все-таки характер дагестанский, вот эта сила воли сделает свое дело. Более отличившиеся... Какие наши игроки? Ну, я могу Джавадханова Камиля, конечно, этот очень сильный игрок. Этот парень очень много сделал для дагестанского волейбола. Сейчас тоже очень в хорошей форме он. Этот Камиль, у него кинжальные удары. Так что и Абдуразак Умурат здесь, и Шихали Умурат, и вот Идрис здесь есть. Куба, вот сегодня он в запасе, его младший брат. Это все хорошие игроки. Я уже после вчерашней игры они сделали анализ. И все играют, можно сказать, со всей такой энтузиазмом. Вот, пожалуйста. Вот видишь какой, да. Это Мурат, это опытный игрок. На него надо было делать ставку. Потому что, я думаю, что они еще несколько игроков пригласят сюда. Да, волейбола в районе Шамильском, он очень развит. И сегодняшний сборной Дагестана тоже играют 2 представителя Шамильского, 3 представителя Шамильского района, селение Голотуль. Волейбол мы будем развивать. Вчера сборная Дагестана проиграла, этому Георгиевскому? Да, вчера наша команда проиграла. Судить за это их не стоит, потому что команда недавно только собралась. Это турнир такой, впервые проводят у нас в таком огромном зале. Психологически, может быть, ребята были не подготовлены. Но всегда наша команда была команда характером. И они, хоть не высокорослые, но характером и своей силой и мощью брали во всех соревнованиях студенческих, где бы они ни проводились. Я думаю, что в сегодняшней игре можно судить, что они уже собраны, делают стабильную игру. Болельщики довольны. Мы лично, ветераны, которые раньше играли в этом, видим, что молодежь подтягивается. Будет здесь на что надеяться, что дагестанская команда покажет в дальнейшем тоже хорошую игру, так как и президент Федерации волейбола Раджаб Абдуллатипов сейчас новый. И потом есть лица, которые заинтересованы, чтобы в Дагестане волейбол был развит, потому что она, честно говоря, занимала 2-е место после вольной борьбы. Это во всех районах играет. Спонсорства же нету, все равно, как у вольной борьбы, правильно? Спонсорства нету, но я думаю, что они будут уделять на это внимание, потому что без этого волейбол развивать не получится. Волейбол будут развивать и в горных районах, будут спортивные школы. Думаю, что над этим все эти специалисты, которые совет ходит, попечительский совет, который избран, они будут делать какие-то решения по этому поводу. Думаю, что волейбол будет. Кто-то из дагестанских чиновников сказал, оказывается, нужен ли Дагестану волейбол? Как ты думаешь, а? Это чиновник не прав, если он так сказал, потому что
во всех селах у нас... Со стороны, чтобы у нас команда была. Да. Ну, если вот такие соревнования проводили бы у нас и в Хунзахе, и в Ботлихе, и в Гунипском, и в Ахватском районе, волейбол будет развиваться. Потому что не учитывать интересы горных, там очень много... Все эти ребята, они из гор, все с разных районов. Говорили, что в школе есть, какие-то школы Школы нет. в Махачкале никаких школ нету. Ну, Ни одного игрока. Я знаю, что школа ни есть. одного игрока с Махачкалы, с спортивной школы, они есть, нету. Я, честно говоря, не Ну, знаю. говорят, Есть ли они, где сидят, деньги получают за это? Может быть. Да, да. Ну вот здесь ни одного игрока, волейболистов, что Махачкала дала, нету. Нет, это я знаю тоже. Здесь есть и Сагратлиц, и Хунзах, и Ахвах, и Ботлицкие, и Казбековские. Так что у нас в Дагестане потенциал волейбола есть. По-моему, интернет был, я не знаю, осталось или Ну нет? там есть, там есть Улай Магомед, там есть Патах, да, это все игроки. Вот такой у нас этот волейбол будет. Команде Дагестан замена вместе игрока. Хорошо, когда вот сейчас уже приближается... Да, сейчас президент Республики Дагестан, вот волейболист. Вот, прибыл наш президент. Да. Ну вот, пожалуйста. Сейчас после этой игры состоится встреча ветеранов. Те, которые поехали в Турин, так как наша дагестанская команда заняла 3-е место. Это тоже большой успех. Это большой, это первые дагестанцы, которые впервые поехали и столь такой высокий такой уровень турнира и показали хорошую игру, хороший результат. И этот Саиду Магомед из Хунзаха, это Татархан Рустам, Салам, Левша Магомед. Вот так. Президента Республики Дагестан Рамазана Гаджимуратовича Абдулатипова. Дорогие друзья, приветствую президента. Да, да. Так что ветераны вот, волейбол в Дагестане процветает. Думаю, что она будет у нас в Дагестане. Да. 14-23. Красноармейская, что ли? Или... Это команда Красногвардейск. Гвардейский, да? Да. Откуда она? А это команда из Георгиевска. Георгиевская тоже, да? По-моему, я даже не... Команда, по-моему, они... это же не Краснодар, да. Команда Краснодар. У них очень стабильные игроки. Вот, пожалуйста. Да, рослые, высокие игроки. Ну, нашему этому тренерскому совету тоже надо будет подумать. Здесь кое-какие ошибки есть, разводы, пасы там. Вот это все они сделают вывод. И сделают изменения команды там. Вот сейчас счет уже 15-24. 15-24. Наша команда уже вот. Это уже победа. Победа, да? Да. Так что. Вот Махач, молодой перспективный парень, очень грамотный. Играет у нас и на пляжу, пляжный волейбол, очень красивый, вот, с таким здоров. Перспективный парень, Махач. Вот его нападение, вот видишь, как отыграл он. Очень прыгучий, очень красивый прыжок. Вот наша команда можно... Третье место заняла дагестанская команда. Это, думаю, что нормальный успех. Успех для нашей команды. Общий счет 3-1. Можно поздравить нашу команду. Махачкала. Магомед, тебе тоже желаю, чтобы ты часто освещал этот волейбольный турнир, соревнования, потому что от твоей работы тоже много чего зависит. Тебе большое спасибо. И мы всегда будем знать, что с квадрата вышли хорошие спортсмены, которые Дагестан прославили на всю Россию. Спасибо. Спасибо.